Со страниц нардского эпоса из глубин древней истории аккуратно республиканский стадион, центр черноморской столицы. Первый чемпионат по национальной игре Аймцакячара – важная веха в развитии и сохранении абхазской культуры, истории и идентичности. За всю новую историю Абхазии никогда не проводилось чемпионат по абхазским национальным видам спорта. И мы считаем, что это историческое событие. Для нас, конечно, это значимо. Мы популяризируем абхазские национальные виды спорта, также показываем молодежи, что есть у нас свои абхазские национальные виды спорта, их немало. Если перечислить, помимо Аймцакячара есть Океана Халара, Хаперпара, Алабакурс, Аркела, Кебро. И для нас, на самом деле, это важное событие. Абхазская народная игра чем-то напоминает классический регби. Главное – удержать мяч, перебежать с ним по всему полю и заработать максимальное количество баллов. Главным инвентарем являются мяч и две палки. Игры есть бьющие игроки, их двое, они не принимают участие в единоборстве. Команды делятся поровну по 9 человек играющих, 10-й является бьющим игроком. Главное ключевое правило – нужно овладеть мячом, нужно рваться к воротам соперника, перенести за линию лицевую этот мяч. И тем самым команда зарабатывает 2 очка. Мяч передавать нельзя друг другу. Вот это как бы такой основной момент. Возрождение исторических народных спортивных игр неоценимо важно. Поспорить с утверждением этим трудно. Ведь молодые люди, выходящие на поле, чтобы одержать победу в состязании, в котором испокон веков участвовали их предки, будущее нашей страны, культурная идентичность которой должна быть сохранена и интегрирована в глобальный, быстро развивающийся мир. Над амбициозной целью вдохнуть новую жизнь в традиционные виды спорта трудились несколько организаций. Среди них Госкомитет по делам молодежи и спорту, Федерация национальных видов спорта Абхазии и Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. В исторической значимости этой игры в абхазской мифологии, вообще в нардском эпосе есть Аймцакячар, есть мяч, который готовили войлочи, такой из шерсти крупного рогатого скота упоминается. Так что эта игра, она древняя, исконная, традиционная, которая идет отголоском прошлого. Сегодня мы уже реализовываем этот факт. Проводили мастер-классы, собирали очень много материалов, потому что упоминается в книгах, в советских фильмах, разговаривали с историками, по крупицам собирали материалы по Аймцакячара. Это все-таки наша идентичность, наша культура, наша особенность, поэтому нам хотелось развивать это направление. Очень много интересного материала мы собрали, даже сняли фильм по Аймцакячара, и первый турнир, такой маленький турнир, мы провели в прошлом году. Ездили по селам, обучали детей, и нам было очень приятно наблюдать за тем, что очень большая хорошая обратная связь от ребят была, потому что они заинтересовались, увлеченно играют. Федерация национальных видов спорта Абхазии была учреждена в прошлом году, а уже сегодня в Сухуме проходит первый национальный чемпионат по одной из самых традиционных игр в истории республики. Игроки команд поделились с нашей съемочной группой. Стоять у истоков возрождения древней народной игры волнительно и ответственно. Это очень важное мероприятие, потому что мы стоим у истоков, а это на самом деле одно из важнейших историческо-спортивных мероприятий. И я хочу сказать, что все команды, все ребята очень сильно замотивированы на победу, но в первую очередь на прекрасную игру. Но я хочу сказать всем, кто не участвует, задуматься в будущем, принять в этом участие, потому что это оставит свой большой след в историю. Мы будем стоять у истоков, и это большое достижение не просто как в спортивном плане, но и для культурных реалий. Для нашей нации я считаю, что это очень сильно важно. Как представитель молодежи я считаю, что это вообще прекрасно, что молодежь видела, знала, видела наши прошлые соревнования, так скажем, которые играли наши деды, прадеды. Мы сегодня готовы. Наша команда в полном составе. Надеемся на победу. Не надеемся, а знаем что мы победим сегодня. Так что я желаю всем нашим друзьям, здесь нет никаких соперников, всем друзьям удачи, чтобы все прошло без травм, чтобы все было хорошо.
Поклонники в ожидании, ребята готовятся, напряжение витает в воздухе. А с минуты на минуту на этом поле встретится новоафонская команда «Апсар» с командой первой Сухумской школы имени Баграта Шинкуба. Всего 9 команд чемпионата поборются за 6 призовых мест и общий призовой фонд в 400 тысяч рублей. На поле ребята сражались по-настоящему яростно. Эмоции зрителей зашкаливали, отовсюду доносились поддерживающие возгласы. Победители получат денежные призы и памятные кубки. Но самое главное – неоценимый опыт и удивительные, уникальные воспоминания о том, как возрождался национальный традиционный спорт. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ.